Ассаламу алейкум, Дэдик Халчин Хамсарам Яхкой. Инкет снова возвращается на просторы Ютуба, чтобы учить вас ингушскому языку, и довольно долго нас тут не было по различным причинам, но сейчас мы вновь возвращаемся с более качественным материалом, чтобы помочь вам еще более легко учить ингушский язык, объяснять вам грамматические правила, языковые навыки и оттачивать вашу разговорную речь. Сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему, о которой мы раньше вскользь говорили, но я хочу к ней вернуться, чтобы разобрать ее более подробно, прям в деталях, объяснить вам ее, потому что, как выяснилось, это действительно важная такая тема. И особенность такая в том, что вот если вы у любого ингуша спросите о том, как это вообще в жизни работает, они, скорее всего, не смогут дать вам ответ. Хотя интуитивно они правильно ее используют, правильно употребляют данные слова, но объяснить саму разницу им будет немножечко некомфортно. А мы сегодня научимся именно понимать смысл, понимать, как что устроено, как что работает, чтобы не просто владеть механикой разговорной речи, а именно иметь понимание вот данного грамматического правила, его сути, потому что именно понимание дает человеку легко апеллировать любыми фразами и учиться правильно разговаривать, грамотно, не допускать ошибок ни как в разговорной речи и не в письменной форме. Так что же это за тема? Эта тема касается прилагательного, имени прилагательного, а если быть точнее, вопросительных местоимений имени прилагательного. И у него их два. Два местоимения – мишта и малага. Давайте мы напишем их на доске. Мишта и малага. Мой почерк оставляет желать лучшего, но я думаю, вы понимаете. Но особенность их в том, что и то, и другое на русский язык переводится какой, какая, какая, какое и какие. И также которые еще можно добавить. То есть и мишта, и малага, и то, и другое у нас переводится какой, какая, какое, какая, какие, который. То есть у обоих данных слов один и тот же перевод. Причем аж целых 5 слов. Русский язык у нас имеет 5 слов, а ингушский всего 2, каждый из которых имеет вот по 5 данных переводов. Вот это вот есть такая особенность, такая даже сложность, что надо понять, как что используется. Но тут не сказать, что все прям так сложно и ужасно. И давайте мы все это сейчас сотрем. Не сказать, что это прям сложно и ужасно. Вопрос только в том, какие характеристики выражает каждое местоимение. То есть каждое из данных местоимений выражает определенные характеристики предмета, объекта или же субъекта. Вопрос в том, какие. Если коротко, то мишта у нас выражает качественные характеристики предмета или же субъекта, а малага выражает количественные характеристики. Но я думаю, что это не совсем понятно, поэтому мы разберем эту тему целиком, приведем немало разных примеров, которые помогут именно прям структурно понять, что же это означает, почему 5 переводов, почему у 2 слов по 5 переводов. И зачем вообще 2 слова нужно, если можно было просто раз у нас куча разных переводов, почему нельзя использовать просто одно слово, но нужно 2. И вот сейчас с этим мы и будем с вами разбираться. Так вот, как мы уже сказали выше, мишта и малага имеют одинаковые переводы на русский язык, но при этом имеют разные значения. И пока мы не начали именно проводить эти различия, понимать, в чем различие качественных характеристик от количественных характеристик предмета, и до того, пока у вас не возник диссонанс по поводу того, как это вообще возможно, хочу сказать вам следующее. Надо понимать, что ингушский язык, русский язык, английский язык и все языки мира — это разные языки, отличающиеся друг от друга по многим разным параметрам. И надо понимать, что когда ты изучаешь другой язык, который тебе неизвестен, нельзя смотреть на него сквозь призму того языка, которым ты владеешь.
То есть ты должен понимать, что это другой язык, другая культура абсолютно, абсолютно другое, который формировался абсолютно под другими факторами, другими причинами. То есть его становление, оно было совершенно другим. Вот то же самое, что вот вы взять вас и взять другого человека. Вы живете абсолютно разные жизни, абсолютно по-разному формируетесь, ваше становление, развитие, увлечение, учеба, что бы это ни было. То есть у вас абсолютно все разное. И вы должны понимать, что язык, также и в языках разные языки, разные культуры, разные правила. Поэтому вот надо понимать, что не должно быть призмы между русским языком, ингушским языком, английским языком. И это нужно прям, то есть именно понять, прочувствовать. Когда вы это поймете, у вас не будет возникать диссонанса, потому что у вас будут возникать диссонансы, как это устроено, почему такое вообще возможно. Вот часто я от учеников получал такой вопрос, как это возможно, почему вот так, почему нельзя было проще. И всегда был ответ такой, не смотрите на ингушский язык сквозь призму русского языка. Они не соотносятся друг с другом абсолютно ничем, ну, кроме некоторых маленьких сходств. То есть даже с английским языком у нас больше параллелей, больше совпадений, чем с русским языком, который вообще полностью отличается от ингушского языка. И вот когда я изучал как раз-таки английский язык, мне мой преподаватель говорил, Башир, ты сможешь выучить английский язык только тогда, когда ты перестанешь смотреть на него сквозь призму русского языка. И когда ты поймешь, что это два разных языка, и нельзя пытаться понять его сквозь призму того языка, которым ты владеешь, вот тогда твоя учеба, она качественно улучшится, то есть степень усвоения информации. И теперь возвращаемся как раз-таки вот к нашему ингушскому языку. Мишта и малага. Два слова, два вопросительных местоимения, которые переводятся одинаково, какой, какая, какое, какие, который. Аж 5 переводов. Но имеют абсолютно разные значения. Мишта у нас это качественные характеристики. Давайте вот так даже запишем. Качественные характеристики. А малага это количественные характеристики. То есть, что это значит? Когда мы используем мишта, это значит, что мы у нашего собеседника пытаемся узнать, то есть именно качественные характеристики субъекта или же объекта. То есть, что это значит? Вот мы спрашиваем, да, то есть задаем какой-то вопрос и используем мишта. Соответственно, мы хотим получить такие характеристики, как там, цвет, рост, размер, объем, вес, красивый, некрасивый. То есть, если это предмет, если это человек, то высокий, низкий, глупый, умный, не знаю, красивый, некрасивый, неважно. То есть любая характеристика человека. То есть мы хотим получить именно качественную характеристику любого предмета или же субъекта, человека, предмета, здания, неважно, что это будет. То есть любого физического тела, которое есть в нашей жизни. Когда мы используем малага, это означает, что мы хотим получить количественную характеристику. То есть расположение, порядковый номер, число. Просто вот как раз таки в русском языке этого различия нет. То есть мы просто говоря какой, можем получить и то, и другое. И только наша интонация помогает слушателю понять, что мы от него хотим узнать. И в принципе это очень легко получается. Давайте вот просто на двух примерах поймем. Вот, казалось бы, один и тот же вопрос, то есть по одинаковой структуре. Какой твой дом? И вот мы скажем, какой дом твой, просто поменяв два слова местами, поменяв интонацию, то суть вопроса меняется. Если мы говорим, какой твой дом, то получается мы спрашиваем у него, какой он, твой дом? Вот какой он сам по своей сути, да? То есть он большой, он маленький, белый, красный, зеленый, красивый, некрасивый. То есть вот именно вот все характеристики этого дома. А если мы спросим, какой дом твой, то это означает, что мы хотим понять, где он находится. То есть вот представим такую ситуацию. Вот мы стоим на улице, да, и мы спрашиваем человека, какой дом твой? И он нам скажет, там, наш дом 5 справа. А если мы спросим, какой твой дом, то он скажет, наш дом большой, такой, сякой и так далее. А теперь давайте вот именно на ингушском языке это сделаем. То есть если русский язык у нас просто меняется интонация, меняется расположение двух слов, и то не обязательно это делать, то мы получаем разные ответы. То есть русский язык нам позволяет, используя одно и то же слово, это все формировать. Ингушский язык нам этого не дает, такой возможности. Он нам говорит, хочешь разные ответы, хочешь разные характеристики, хочешь разный ответ, будь добр, используй разные слова, используй разные вопросительные местоимения.
потому что это другой язык. Совершенно другой язык, который никак не пересекается с русским языком. Так вот, если мы скажем «миштадахаца», то есть качественная характеристика, которую мы хотим получить, и мы получаем следующий ответ. Мой дом большой, саца дохкаде, саца хозаде, там саца дохке хозейде. Да, там мы получим такой ответ. Саца дохке хозейде. Это просто форма такая перечисления дохке хозей, если что. Можно было и по-другому написать просто дохке, запятая, хозе, д. Но тут уже просто по желанию, как вам удобнее. И то не является ошибкой. Мы еще попозже, там, в других выпусках еще поговорим о форме перечисления, как это делается. А вот мы сказали, саца дохке хозей, д. Мой дом большой и красивый. То есть не забываем про глагол to be. Мой дом есть большой и красивый. Вот глагол to be – это самая важная часть любого предложения. Как в английском языке, так и в русском языке. То есть, если бы это был английский, мы сказали бы «My house is beautiful and big». И теперь вот второй пример. «Малага дахаца». Тут уже какой дом твой, да? Или же который, не обязательно. Который дом твой, можно сказать, или какой дом твой, можно сказать. То есть как бы не имеет какой-то принципиальной разницы. Ну давайте напишем какой. Какой дом твой, да? То есть, написал перевод. Соответственно, ответом тут уже будет мой дом третий справа, мой дом пятый слева. То есть именно количественная характеристика, то есть порядковый номер этого самого дома. Соответственно, тут уже и вот как раз-таки возникает вот это вот понимание того, что мишта и малага выражают абсолютно разные характеристики предмета, и чтобы их получить, нам надо использовать разные слова. Поэтому надо понимать, что надо именно вот четко знать эту разницу, четко понимать, что выражает какую характеристику, и тогда мы сможем конструировать наши предложения правильно. Ну что ж, давайте разберем еще несколько примеров, которые помогут нам прям пошире, так сказать, раскрыть данную тему. И следующие наши примеры – это «миштабаха миштабахананы дай, миштабаха доттари». «Миштабаха как твой брат? Тут может быть два значения. Первое значение – это «как твой брат?». То есть, какой твой брат? Соответственно, то есть мы хотим получить характеристику этого человека. Да, то есть добрый, жестокий, умный, хороший, щедрый, благородный, неважно. Качества могут быть любые у человека. То есть мы хотим получить его качественную характеристику этого человека, да, то есть понять, какой он сам по себе. А второй перевод, который может здесь быть, смысл, это «как твой брат?». То есть представим такую ситуацию, что вот лежит человек в больнице, да, то есть он лежит в больнице, он плохо себя чувствует, и мы хотим узнать, как он себя чувствует. И мы спрашиваем, как твой брат, как он себя чувствует, будет означать наше предложение. Мы получим ответ, там, дикарвес, ему уже лучше, дикарвес, да, например. А вот следующий вопрос, миштабахананае, дай. То есть тут уже мы спрашиваем, как твои мама и папа. Этот вопрос можно задавать даже, когда вы просто с кем-то здороваетесь. Вот вы поздоровались с кем-то, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, хамди фадыждаша. Тебе отвечают, диктуак, алхамдулилlah, шуфадыжда. И дальше ты говоришь, миштабахананае, дай. Ты отвечаешь, дикба, алхамдулилlah, дикбок, Аллах рясхалан хахтара. И ты отвечаешь, да, они хорошо. То есть вопрос означает, как твои мама и папа. Так как на самом деле это элементарная вежливость, да, которую мы будем соблюдать в каком-то формальном таком диалоге с кем-то, или просто увидев человека на улице, или же встретишь с ним на каком-то мероприятии, неважно в какой ситуации. То есть это элементарная вежливость, которую нам все-таки следует всем соблюдать, спрашивать людей все это, поэтому запоминаем, записываем и усваиваем. И третий вопрос. Миштабахдоттари. Этот вопрос часто поступает от взрослых к младшим, от родителей к сыновьям, когда они спрашивают, какие твои друзья, кто твои друзья или какие они. Даже не кто, а какие твои друзья. Когда родители хотят узнать, с кем ты общаешься, какие твои друзья, что они из себя представляют, попытки удостовериться, что вы не связались с какой-то дурной компанией.
чтобы просто понять, узнать больше о ваших друзьях, о том, с кем вы общаетесь. Вот, и тут как раз-таки вот малага быть не может. Вот если вы скажете малага вахавош, то, видите, вот, если мы говорим мишта вахавош, мы хотим узнать о нем что-то. Если мы скажем малага в хавоша, то тут это будет прям такой кардинальной ошибкой, потому что мы спросим, который, грубо говоря, который твой брат. То есть такое можно спросить только в той ситуации, когда вы находитесь где-то на мероприятии, и тебе человек рассказывает о своем брате, да, например, или друге, неважно, какое слово тут будет находиться. И тебе нужно сказать: мой брат вон там, типа, мой брат вон там находится. То есть, чтобы просто показать, где он находится. То есть, малага вахавош, который брат твой. Вот ты его показываете над толпой, говорите: малага вахавош, который брат твой. Соответственно, вы получите ответ следующий, типа, савош дауэровы, савош халцыговы. Соответственно, вы понимаете, да, что это абсолютно разные вопросы, да, они никак друг с другом не пересекаются. В русском языке мы можем все это выражать одними и теми же словами, просто меняя интонацию и по контексту. Ингушский язык нам этой возможности не дает. Поэтому учимся, как будет правильно. Соответственно, и в данном случае малага хананы, да, и тоже не имеет смысла. То есть, точнее, имеет смысл, но только тогда, когда вы хотите узнать, где они находятся в толпе людей. Или же там про друзей, то же самое, неважно. То есть малага в данном случае у нас выражает только количественную характеристику там, или локацию, а мишта у нас только для качественной характеристики. Поэтому это такие ситуации, когда надо четко понимать, что есть разница, есть градация определенная, и надо уметь делать это правильно. Можно еще, давайте парочку примеров накидаем для усвоения. Мишта бауш. Какие они? Просто какие они сами по себе? Мы хотим узнать. Мишта бауш. Что еще можно сказать? Мишта хаиш. Как твоя сестра? Да, то есть она просто, представим, что она себя плохо чувствует, она заболела, и вас человек спрашивает: Мишта хаиш. И вы отвечаете: Дики, алхамдулиллах, дика ес. Могу здесь. И еще хотел бы кое-что отметить, что когда мы пишем все это, и вот даже я в наших роликах всегда говорю мишта в хавош, малага в хавош, а именно вот в разговорной речи вы услышите от человека не мишта в, вот мишта в, да, то есть как правильно, как это правильно пишется, да, то есть вот это правильный ответ. Вы услышите скорее миштув, то есть именно вот в разговорной речи люди говорят миштув, миштув хавош, да, то есть он вам скажет миштув хавоша. Он не скажет мишта в хавош, он скажет миштув. Миштуб хавоша, миштуб хананы даи, миштуб хадоттаги, миштуб уш. Так вот, и в разговорной речи говорят именно так, да, говорят миштуб, говорят. Ну, как в принципе, в любом языке, вот есть какие-то свои именно разговорные формы. На письме, конечно, всегда будет правильно мишта в. Нельзя говорить миштув на письме, это абсолютно неправильно. Но для удобства я бы вам порекомендовал, чтобы не забивать вашу голову кучей лишней информации, говорить правильно. Просто говорить мишта в. Мишта в. Потому что, во-первых, это не будет ошибкой, а во-вторых, у нас вот у ингушей есть такая проблема, что у нас грамматика письменная, она прям очень сильно хромает на самом деле. Вот вы залезьте в комментарии иногда, вы смотрите, как у нас многие пишут, и ты вот смотришь, думаешь, что ты хотел сказать. Мне даже порой часто скидывают какие-то сообщения, люди, знакомые, которые не знают ингушский язык, говорят: можешь перевести, что там написано? А я читаю, и я не понимаю. Вот я говорю: я не знаю, говорю, это не ингушский язык, потому что написано абсолютно непонятно что, просто какие-то иероглифы. Поэтому учитесь, как говорить. Поэтому просто говорите вот именно вот в письменной форме, мишта в, и это не будет ошибкой. И плюс бонусом вы не будете на письме допускать ошибок, которые многие ингуши у нас допускают очень часто. Поэтому говорите правильно, и все будет нормально. И на самом деле у нас грамматика письменная очень сильно хромает, и это очень сильно удручает, что у нас почему-то вот прям искренне не желают писать правильно. Но вы будете теми, кто делает это правильно. Так что дерзайте. Мы уже разобрали такие примеры, когда мы понимаем, что мишта и малага дают нам абсолютно разные смыслы, которые при использовании дадут абсолютно не те результаты, которые мы хотим.
Но справедливости ради хочу отметить, что бывают иногда такие ситуации, когда использование мишты или малого особо не отразится на сути нашего предложения и даст нам хоть и разные ответы, но при этом раскрывающие суть информации, которая нам нужна, и помогающие справиться с нашей проблемой, так как мы изучаем язык именно на язык, который необходим на практике. Так вот, в данной ситуации я долго думал над этим примером, и вот придумал вот такой вот примерик. Мишта яхамашен, малга яхамашен. То есть и то, и другое у нас означает, какая машина твоя и какая твоя машина. То есть какая твоя машина, то есть какая она по своей характеристике. Красивая, белая, красная, не знаю, большая, маленькая. Или же малга яхамашен. Какая машина твоя? То есть давайте представим такую ситуацию. Вы стоите на парковке, у вас куча пакетов в руках, и вы устали, и вам нужно найти машину своего друга, который за вами переехал. И вы ему звоните и спрашиваете, какая твоя машина? Или какая машина твоя? То есть в первом случае мы услышим, моя машина белая, моя машина красная, моя машина такая. А в случае, какая машина твоя, мы услышим, моя машина там находится там, в таком-то месте. Ну или же он просто назовет ее марку, на самом деле, и так, и так. И вопрос в том, что и то даст нам необходимую информацию для того, чтобы мы сделали то, что мы хотим. Но, опять же, мы должны понимать такую вещь, что вопрос может быть получать неправильно, и вы получите не тот ответ, который хотите, да, то есть, если вы там спросите, какая там твоя машина, и вы получите ответ там у меня Hyundai или Mercedes, а если это, например, девушка, и она просто такая, ну да, там, фраза Hyundai Solaris очень много информации мне дала, и я теперь сейчас пойду и найду машину, которая мне нужна. То есть ей нужен другой ответ. Ей нужен ответ, типа, моя машина красненькая или моя машина синенькая. Вот такой ответ им поможет намного больше. Потому что если сказать им, там, моя машина Hyundai Solaris, там, или же Hyundai там, Civic, точнее Honda Civic, это особо ничего ей не даст. Поэтому выражайте мысли правильно, говорите правильно, потому что вот, опять же, вот представляя ту же самую ситуацию, да, давайте представим девушку, которая хочет найти машину, и мы знаем, что с координацией у девушек, как правило, бывают небольшие проблемы. То есть, если она спросит «Малар яхамашен», и ей ответят там «Моя машина там, Honda Civic», и она стоит там вон там, то ей будет как крайне тяжко с этим разобраться, понять, куда ей идти и что ей искать. А если вы спросите, например, что яхамашен, какая твоя машина, то тут она уже поймет, когда я ответит, моя машина синенькая, там, тут все, у нее уже диапазон поиска, он сильно ограничится. И тут она уже сможет разобраться, в какую сторону ей нужно двигаться. Так что учим, как говорить правильно, и тогда у наших девушек не будет проблем с поиском машины, которая ей нужна. Что еще хочу сказать? На самом деле это очень интересная тема и очень мало разборов этой темы, именно поэтому я решил прям так заострить на ней внимание, чтобы вот понять, как правильно вам, чтобы научить вас говорить правильно, потому что сегодня недавно я сам столкнулся с такой ситуацией, когда ко мне обратились с вопросом, и вопрос был построен абсолютно неправильно. То есть меня как раз таки спросили «Мишта дахаца?» И я говорю, так ты же хотел узнать, где мой дом, то есть какой конкретно мой дом на улице, а не то, какой он сам по себе. То есть, соответственно, видите, была допущена такая ошибка. И поэтому надо уметь выражать эти мысли правильно, чтобы получать на них правильные ответы. Ну и на этом наш урок с вами подходит к концу. Я надеюсь, что вы все поняли, все усвоили. Если какая-то информация осталась непонятой, вы всегда можете зайти на нашу страницу в запрещенной социальной сети Instagram и написать нам любой вопрос. И, конечно же, я дам вам на него ответ. Так что учим все говорить правильно, говорим правильно, пишем правильно, что немаловажно, и будем стараться защищать нашу культуру, развивать ее и не дать ей умереть, так как мы знаем, что ингушский язык попал в список вымирающих языков мира, и что ему осталось буквально там пару поколений еще жить. И наша задача не допустить этого и позволить нашему языку еще жить долго, долго и долго. Так что урок заканчивается. Я желаю вам удачи. Далахту бокхлапшан дикаш хамеддех. Эхту хлопшан кигнах. И жили. И на этом урок заканчивается. И, кстати говоря, хотел бы добавить,
подписывайтесь на инстаграм-страницы English Education и также подписывайтесь на инстаграм-страницы ассоциации ГАЛ. Это ребята, ингуши, которые проживают на данный момент в Бельгии. Это народ, который очень бережно относится к своей культуре, они относятся бережно к своей культуре, к своему языку. Они развивают очень много интересных проектов, причем одним из которых является вот YouTube-канал, страница English Education. Это их идея, это их, можно сказать, такой проект, в котором они содействовали мне в его развитии, по сей день помогают в этом. Так что подписывайтесь, говорите им о том, что то, что они делают, это очень важно, что они делают большой вклад в культуру своего народа, даже находясь очень далеко от него. Так что поблагодарим их за их старания и пожелаем им удачи во всем, что они делают. Ассаламу алейкум. Прощаюсь с вами.